Давайте на память ленточку возьмите, а я это забираю себе. Глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов торжественно открывает долгожданный Дом культуры Сунжи после масштабной реконструкции. Пожалуй, это самый роскошный дворец культуры в Ингушетии. Мраморные лестницы, дубовые двери и кованые люстры. Строители проводили все работы с строгим соблюдением архитектурного стиля здания. Была задача не только провести масштабный капитальный ремонт и преобразить, но и создать здесь особую атмосферу. Ведь ДК Сунжи – это дом для многих поколений. Самая большая гордость обновленного Дома культуры в Сунже – актовый зал сегодня полон гостей. Это первый концерт в культурном объекте после масштабной реконструкции. Классические люстры в стиле ампир, шторы из бархата, дополнительные посадочные места, качественный звук, новейшее оборудование и аппаратура, а также современный свет. Всех собравшихся с долгожданным открытием ДК и новыми условиями работы поздравляет глава республики. Для Махмуда Али Калиматова это Дом культуры родной, как и для многих жителей Сунжи. Сегодня что мы вложим в детей, что мы вложим. Сегодня Дом культуры для них, для будущих поколений. Мы-то, понятно, всегда придем, когда будет мероприятие, как нам говорят, искусство. Вот это и есть сегодня то, что нам нужно. Невежество проявляется там, где отсутствует культура. Ужасно, когда и вот эти Дом культуры у нас почти во всех населенных пунктах, почти. Мы великолепно отреставрировали театр юного зрителя, где сегодня у нас детишки, и благодаря Министерству культуры и главному режиссеру, там постановки проходят великолепные. Поэтому сегодня, мне кажется, настолько светлые помещения, на светлый Дом культуры. И я думаю, что он будет востребован горожанами. И я вам дальше скажу, кроме художественной галереи, у нас заложены деньги более 100 миллионов. Более 100. Тоже инвестор. Не бюджет. Мы парковый, целый парковый комплекс сделаем вокруг. Мы его начали как-то праздник по 30 лет. А так он здесь будет один из лучших парковый сам комплекс. Мы освободились от тех, кто захватил, прихватил там, судились год-два. Было спасибо мэру города. Поэтому мы имеем ландшафтных дизайнеров, пригласим, потом деревья самые подберем хорошие, вот, и цветы, и все это сделаем. И это для людей. Почему? Понастроили джунгли, да? А мамочки с детьми, куда им идти-то? Дети по дороге бегают. А мы должны создать условия. Огородили деревьями, чтобы эту площадь не трогали, а то приватизируют еще, что-нибудь здесь поставят. Понимаете? Что только не приходится делать. Поэтому я-то из своей, так сказать, первичной воли говорю, может быть, излишне, но то, что вы понимали, это так, это непросто. Но мы это делаем. Масштабная реконструкция Дома культуры Сунжи была просто необходима. Строительные работы по поручению главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова начались в июле 2020 года. Руководитель региона поставил перед подрядной организацией четкую задачу преобразить культурный объект до неузнаваемости. Здание ДК было построено еще в 1949 году. Все эти годы капитальный ремонт здесь проводили лишь один раз. Руководитель субъекта контролировал темпы и качество проводимых работ лично. Все мелочи продумываем. У нас другого места нет, где гостей принять. Ежедневный контроль должен быть. 2 года рабочие трудились на объекте. Результат превзошел все ожидания. Удалось полностью обновить стены и фасад зданий, заменить перекрытие, кровлю и пожарно-охранную систему, электричество, провести и косметический, и технический ремонт. Из элитного мрамора выполнены не только все лестницы дворца. Вместо прежнего паркета в холле мраморный пол. Архитектурные решения помогли преобразить потолки здания. Они выполнены в винтажном стиле и прекрасно дополняют композицию. Особенно впечатляет центральный холл Дома культуры. Он украшен портретами георгиевских кавалеров российской императорской армии. Это Тонт Укуров, Сасламбек Бекбузаров, Сафарбек Майсагов, Банухо Базоркин и Эльберт Альгиев. Также картина «Дикая дивизия». Все эти работы выполнен на масляной технике известный художник Геннадий Кваршура по заказу главы республики. Помимо прочего, создали все условия для творчества. Это, можно сказать, одно из самых значимых и лучших по
по своему оснащению заведений в сфере культуры. Здесь созданы все условия для того, чтобы проводить занятия и развивать навыки, умения, таланты подрастающего поколения. На данном этапе на базе этого Дома культуры Дворца культуры будут работать музыкальная школа, художественная школа, кружок хореографии. И в дальнейшем мы планируем развивать вот это направление вокального искусства. Для музыкальных и хореографических кабинетов отвели отдельный блок во Дворце культуры. Музыка хоть и в миноре, но на душе особая радость. Несколько лет коллектив музыкальной школы Сунжи ютился в приспособленных помещениях. Сейчас все будет по-другому. Раньше мы в первое время под аренду занимали помещение. Ну, там были только 2 комнатки, и нам не хватало этого помещения. Мы как-то старались. Детки наши занимались, приходили, все-таки ездили на конкурсы, на республиканские. Приходилось заниматься, на региональные конкурсы ездили. Мы очень довольны своими условиями. Здесь тепло, чистенько, уютно. Я бы хотела поблагодарить главу нашего. Благодаря ему у нас прекрасное здание. После масштабной реконструкции преобразилась столовая и кухня, где также установлено современное оборудование. Наружные работы по благоустройству также выполнены в дизайнерских решениях. Это мраморные лестницы, большие колонны, фонтан, парковая зона и не только. Рина Цычоева, Асхаб Белокиев, Новости 24.